История столетнего фронтовика. Век жизни Габдрахима Саттаровича наполнил и ясными семейными днями, и военным временем. Участник Великой Отечественной войны прошел практически весь фронт. Победу встретил в лесу на границе между Польшей и Германией в 60 километрах от Берлина. Ему тогда был 21 год, а в марте ветерану исполнилось 100 лет. Рассказ из первых уст услышала Наиля Нуреева. От Москвы гнали немцев до Берлина. Прошло больше 80 лет, а Габдрахим Саттарович помнит все как вчера. Война пришла, когда ему было 17. Годом позже он верхом на коне поскакал в Алкино, где и началась его история пути к победе. Лошадь верхом и пошел. Никого меня не провожать, никому. Провожайте как и шиюк, потому что все ушли на фронт. Эти мужики. Первое время служил в Туймазах, укрощал диких коней, привезенных из Казахстана. На его счету десятки скакунов, подготовленных для башкирской кавалерийской дивизии Шеймуратова. Затем отправился дальше. Служил в бригаде минометчиков 2-го Белорусского фронта наводчиком известной «Катюши». Юноша тогда еще не знал, что дойдет почти до самого Берлина. Орши, Могилевский, Витебский, все эти прошли. Да, эти Восточные Пруссии, эти Польский коридор назвали, эти прошли. Габдрахим Саттарович прошел весь Восточный фронт. Участвовал в обороне Москвы, освобождении Кёнигсберга и Польши. Победу встретил в лесу, в 16 километрах от Берлина. Награжден медалями за победу над Германией, за участие в героическом штурме Кёнигсберга, за боевые заслуги. Он верил в победу и всегда говорил только одно. Наше дело правые, мы победим. И так эти победили мы. Домой вернулся в 1947-м. Женился. С супругой прожили более 50 лет и воспитали 6 детей. Всю жизнь работал руками. Сначала мастерил лыжи и колеса, затем трудился в сфере ЖКХ столяром и плотником. В этом году ветеран отметил свой вековой юбилей в кругу большой и дружной семьи. 18 внуков и еще больше правнуков, для которых он в доме самый важный человек. Сначала работал, как говорится, на коммунальном хозяйстве, вечером приходил соседям. Я же уже рассказывал, что то окошки вставлял, то двери кому дом подымал. За стол мы уже без него не садимся. Гости пришли, не пришли, кто там, не волнует. Он у нас на самом, как генеральный директор, на самом верху, он самый главный. В настоящее время в нашем районе из них осталось всего 2 участника войны. Шарипову Вильдана Аюповичу 102 года. Мы гордимся и каждый раз с удовольствием приезжаем к Садыкову Габдрахиму Саттаровичу. Мы рады, что он в окружении любви своих детей, внуков, правнуков. Ветеран прожил достойную жизнь. С каждым годом живых свидетелей и участников героических событий времен Великой Отечественной войны становится все меньше. Ценность их подвигов, полных героизма и бесстрашия, равна жизням миллионов людей. Они ковали победу, и память об этом передается через поколения. Наиля Нуреева, Шамиль Каримов, новости, Гафурийский район.